Абдулла Ашуров, тоже с радио ЗУДИ. Вот в ходе вот этого доклада, презентации вы, или ваша коллега, по-моему, упомянул о том, что, несмотря ни на что, увеличится доход бюджета страны, да, увеличился все-таки. Вот это увеличение, это за счет увеличения бремени налога или за счет новых источников? За счет чего это происходит? Вот это. Спасибо большое за вопрос. Все-таки, несмотря на значительную критику нового налогового кодекса, которую мы слышим часто от предпринимателей или в прессе, надо сказать, что налоговое бремя сократилось в результате реализации, сокращается в результате реализации налогового кодекса. Вместе с тем, надо сказать, что повышение доходов, в том числе налоговых доходов, возможно при той же самой налоговой нагрузке, просто лучшая собираемость. В Таджикистане проблема была с собираемостью налогов, она, в общем-то, остается эта проблема, и усилия, в том числе и правительства в этом направлении, прежде всего правительства в этом направлении, при поддержке международных организаций привели к тому, что повысилась собираемость налогов, то есть не изменились ставки, но и повысилась собираемость налогов. Это одна часть, очень положительная часть истории, связанная с повышением доходов. Вторая часть истории – это то, что есть часть доходов, которая зависит от курса национальной валюты, допустим, от дохода от внешнеэкономической деятельности. Если фактически обменный курс другой по сравнению с тем, который был заложен в бюджете, соответственно, доходы в эквиваленте в национальном будут другие. Понятно, что если мы планировали по курсу, ну, грубо говоря, там 5, 100 миллионов доходов, это будет 500 миллионов в национальной валюте. Если курс стал 5,5, это будет другая сумма. То есть здесь сыграл свою роль и сыграет, видимо, до конца года и этот фактор. Изменились также с точки зрения налогов поступления бюджета, у нас отмечается, что в этом году мы видим значительный рост неналоговых поступлений. Это штрафы? В том числе и то, о чем вы говорите. И вы можете привести сами, граждане этой страны, живущие, вы знаете даже, какого рода это штраф. Это, допустим, установление камер, видеокамер на переходах привело к тому, что, в общем-то, по крайней мере, мне, как человеку приезжему, стало легче переходить улицу, потому что я не знала, что делать вообще. По крайней мере, в этом месте стало лучше. И, с другой стороны, все-таки, видимо, наказание рублем или само не подействовало, но по вот этой категории штрафов мы видим значительный прирост доходов, а это то, что не планируется в таких объемах. Вы понимаете, что штрафы невозможно планировать в огромных значениях.